Что вы можете пояснить по поводу очередей в детские сады, школы, вторая смена, ну и других проблем нашего района? У нас сейчас в настоящее время услышали в правительстве Московской области и уже в программе заложено строительство 2 детских садов в городе и в поселке Уваровка. Вот. Это даст возможность снять очереди непосредственно и в городе, и в Уваровке. Строительство одного детского сада уже ведется. К сожалению, опять-таки хочу констатировать, что тендер выиграла опять не наша строительная организация, выиграла Ивановская строительная компания. Они рьяно приступили к работе, огородили территорию забором, сняли растительный слой, а дальше уже работы пошли очень медленно. И несмотря на то, что нынешняя власть районная заявляет, что детский сад будет введен в эксплуатацию в этом году, мы все реально видим картину, что в этом году детского сада, конечно, не будет, но он будет введен в следующем году. И планируется строительство еще одного детского сада. Это даст возможность снять непосредственно очередь в детские дошкольные учреждения. То, что касается школ, то планируется строительство еще одной школы, тоже по программе областного правительства, губернатора Московской области, со строительством еще одной школы в городе Можайский. Проблема 2 смен отпадет просто-напросто. Все дети будут учиться в одну смену. Понятно. Мой следующий вопрос, спасибо за полные ваши ответы. Что собираетесь сделать с вопросом миграционным, так его сейчас называют у нас, с прибывающими лицами с Средней Азии, с Кавказа и так далее? У нас, к сожалению, так же, как по всей России, но по всей России, может, не так существенно, а вот территория Москвы, Московской области, конечно, заполнена сегодня выходцами из Средней Азии. Мы понимаем этих людей, что там нет работы, едут на заработки, надо кормить как-то семьи, приезжают, они здесь зарабатывают деньги, отправляют своим близким туда, чтобы они как-то могли прожить. Но должен быть определенный порядок пребывания этих людей. Многие здесь нелегально находятся. И, кстати, вот те, кто нелегально находится, в первую очередь, совершают здесь разные преступления. Преступления совершается их очень много. И поэтому нужно в этом плане навести надлежащий порядок. Нужно четко, чтобы те люди, которые приезжали сюда, регистрировались как положено по закону. Чтобы правоохранительные органы контролировали. Как правило, они скапливаются в определенных местах, проживают, чтобы их контролировали, навещали, смотрели, чем они там занимаются в свободное от работы время, и соответствующим образом следили за ними. Планирую я в своей программе, планирую так, что если меня изберут, то мы здесь усилим работу правоохранительных органов тем, что найдем добровольцев, а таких желающих много, как это было раньше в советские времена, добровольцев-дружинников, которые патрулировали совместно с работниками правоохранительных органов по улицам города и контролировали и наводили порядок вот в этих вопросах. Вот. Поэтому прибывать иностранцы они все равно будут, потому что у нас по некоторым профессиям вообще отказываются наши люди работать, и их не хватает. Это дворники, уборщики различные, это работники торговли, поэтому без них нам не обойтись. Но порядок должен быть, четко должны знать, что здесь незаконно присутствующих граждан других государств не должно быть. Геннадий Николаевич, и последний вопрос я вам задам. Скажите, пожалуйста, в случае, если население окажет вам необходимое доверие и вы победите на выборах, какие первые 3 вопроса, за какие первые прям 3 вопроса вы возьметесь сразу? Прям первое, что упадет, и первое, что надо будет решить. Первый вопрос – это прекратить немедленно распродажу земли в районе. Второй вопрос – это наведение порядка в жилищно-коммунальной сфере. И третий вопрос – газификация района, которая необходима для того, чтобы решать все остальные вопросы.